Всемирная организация здравоохранения активно готовится ко всепланетарному буйству болезни X. Вирус где-то незримо, но неумолимо зреет, намереваясь начать свою убийственную жатву. Единственный способ для человечества выжить – это, конечно, молиться, но не богам, а ВОЗ. «Приди же, Тедрос Гебрейесус, владей нами, ну спаси». Приблизительно такова логика авторов пресловутого пандемического соглашения, о котором, надо полагать, многие даже не слышали, а оно, между тем, обещает радикальнейшим образом переменить жизнь землян, причем всех и каждого. Слово Олегу Романову. Удивительное дело, насколько быстро стерлось из людской памяти недавнее всепланетное административное безумие. Почти по всей Европе людей отправили под замок, а за простую прогулку по парку можно было схлопотать чудовищный штраф. В Британии, просто собравшись небольшой компанией на семейный рождественский ужин, скажем, вы рисковали расстаться с 20 тысячами фунтов. В Германии необходимо было либо раз в 3 суток делать ПЦР-тест, либо вакцинироваться. Просто для того, чтобы летать самолетами, ездить в автобусе или пойти в ресторан. В Италии невакцинированным запрещено было выходить на работу. Нарушителям полагался штраф в несколько тысяч евро. В Австралии и Новой Зеландии невакцинированного запросто отправляли на принудительный карантин. Полицейские надевали наручники и вывозили в загородный концлагерь. Еще удивительнее всеобщая забывчивость чиновников. Любая попытка найти виновников ковидного террора разбивается о бесстрастный ответ. Вакцинация была добровольной, карантин не являлся принудительным. А Всемирная организация здравоохранения до сих пор настаивает, что человечеству удалось спасти от самой страшной напасти, с которой оно сталкивалось на своем земном пути. Чума, испанка, оспа – все это детские игрушки в сравнении с 3-дневной простудой и температурой 38 градусов. За такое спасение стоило заплатить свободой, 2 годами жизни и разорением миллионов. Потери от борьбы с ковидом никто толком не считал, но таковые составили не 1 триллион. По счастью, у нас есть герои, которые ценой новых триллионов и новых отнятых у нас нескольких лет жизни готовы спасать людей опять и опять. Мы можем назвать ковид первой болезнью X. Она может повториться. Ключ к тому, чтобы лучше подготовиться и справиться с болезнью X, это пандемическое соглашение. Пандемическое соглашение может объединить весь опыт, все проблемы, с которыми мы столкнулись, и все решения в одно целое. Крайний срок для пандемического соглашения – май 2024 года. Государства-члены ВОЗ ведут переговоры, и я надеюсь, что они представят это пандемическое соглашение в установленный срок. Если мы не сможем сделать это, следующее поколение может просто не успеть. Ради наших детей и наших внуков мы должны подготовить мир к будущей пандемии. Что такое эта болезнь X, не знает никто. Тем не менее, нам обещают, что она будет в 20 раз смертоноснее коронавируса. Не спрашивайте, как удалось оценить опасность того, что еще не существует. У эпидемиологов, похоже, есть способы. Кофейная гуща, бросание башмачка за окно. Или вот, например, уже практически доказано, что ковид был создан искусственно и деньги на него выделял доктор Фаучи, главный американский эпидемиолог. Вопреки американским законам, в лабораториях велась работа над gain of function, усилением функций. Сначала об этом писали газеты, а потом появились финансовые документы, которые подтверждали выделение грантов на селекцию опасных коронавирусов. Согласитесь, если с болезнью X дела обстоят так же, то в оценке ее смертности, понятное дело, ошибиться сложно. Но у любого вируса есть одно свойство, которое в данной ситуации является несомненным благом. Он неподкупен и одинаково страшен как для нищеброда, так и для миллиардера. Патоген же избирательного действия, от которого защищает толстый кошелек, пока, к счастью, не создан. Это, похоже, наша единственная защита. Правда, защита только жизни, а не свободы. Во спасение от болезни X в мае представителям всех стран планеты предлагают подписать так называемое пандемическое соглашение. И отказы не принимаются. Мы не можем допустить, чтобы это историческое соглашение, эта веха в глобальном здравоохранении была саботирована теми, кто распространяет ложь, будь то намеренно или неосознанно. Во Франции на днях специальным законом было запрещено сомневаться в эффективности МРНК-вакцин, а также спорить с властями. Сказано под замок, значит сиди и носа не высовывай. ЕС собирается принять закон о борьбе с дезинформацией. Там за любые сомнения в правоте начальства тоже будет полагаться как минимум штраф. Характерно, что монархия или республика, демократия парламентская или президентская, унитарная, федеративная или конфедеративная, их все от признания глобального правительства в халатах со стетоскопами отделяет всего лишь одна подпись. И в Европе, и в Штатах. А в этом соглашении изложен план действий, которые наделяют ВОЗ беспрецедентными полномочиями. Они вступают в силу в тот момент, когда ВОЗ объявляет о пандемии, и сделать это организация может в любой момент, даже если
если никакой пандемии нет. А у США, между прочим, есть Конституция. Мы не можем позволить международным бюрократам и их боссам в клубе миллиардеров Давоса отнять у нас это. Мы, народ, являемся властью. Если договор вступит в силу, вы можете вообще похоронить демократию. С нею будет покончено. У них будет право объявить пандемию. Как только это будет сделано, они завладеют исполнительной властью в государствах-членах ВОЗ. То есть не правительство, например, Германии будет вводить ограничения, с которыми мы теоретически можем бороться. Международную бюрократию и корпорации не поборешь на митингах в Берлине. У них все деньги, им плевать на фундаментальные права и демократию. Директор ВОЗ жалуется, что к маю подготовить и согласовать пандемическое соглашение будет очень сложно. Страх перед смертоносной болезнью X пока не способен побудить национальные правительства вручить власть над национальным структурам. Дело идет туго и сроки срываются. Но отчего вдруг такая паника? Цивилизации уже 10 тысяч лет, эпидемии нас сопровождают со времен перехода к оседлости и земледелию. Полгодика и год как-нибудь еще протянем, не вымрем. Конспирологи называют целый ряд причин, по которым торопятся как ВОЗ, так и разные Билли Гейтсы, на содержании которых эта почтенная международная организация в значительной степени находится. Впрочем, кто ж этим конспирологам-паникерам поверит, правда? Это один из элементов большого пазла, в рамках которого будет осуществляться контроль над сельским хозяйством, продовольствием, энергетикой. Для этой цели и заключается соглашение о пандемии. Глобалисты пытаются закрепить свой контроль над критическими отраслями. Они же говорят о мировом правительстве. Они твердо уверены, что все движется в этом направлении. Надо понимать, что ВОЗ не единственная глобалистская структура, которая желала бы взять под контроль нашу жизнь, смерть и свободу. Поисками предлогов для того же заняты сейчас многие. Как отдельные правительства, так и мегакорпорации. Все вместе и каждая в отдельности. Единственной причиной такого интереса к преобразованию планеты в большой концлагерь может быть исчерпанность ресурса стабильности глобал-капитализма. Долговой двигатель развития начал чихать, фыркать и рискует в любой момент заглохнуть. Причем не когда-нибудь, а уже в мае, июне или в последующие, но довольно близкие месяцы. Нарисованные валютные триллионы грозят развеяться вмиг цветными пузырьками, чуть всколыхнув воздух. Надо полагать, за болезнью X придумают болезнь Y, смертоносную 100 крат, вторжение зеленых человечков, метеорит размером с Африку. А спастись от всего этого можно будет, только надев ошейники с цепями и вручив власть. Впрочем, кому вручить, всегда найдется. Радует, что это будет, похоже, все-таки не возовское братья со шприцами в руках. Она до мая никак привести мир к покорности не поспевает. Олег Романов, «Вокруг планеты».